А поймали только его, да? Да. А остальные что, сбежали? Ну да, остальные, да, сбежали. Ну их ищут. Думаю, скоро найдут. Ладно, приведи его. Хорошо. Только наручники надень. Ладно. Короче, тема такая. Есть в нашем государстве люди, которые старикам не подвластны. Люди, которые идут против закона. Считают, что законодатели их пальцем не тронут. Я говорю о вас, людях, желающих жениться. И вместо того, чтобы нормально с невестой договориться, вы предпочитаете совершение кражи. И не спросив у девушки разрешения даже. Так вот, у меня вопрос. Мне очень интересно, как отнеслась лично к вам украденная вами невеста? Да, мне тоже очень интересно. Если честно, украденная невеста сама этого хотела. Она много раз мне звонила и просила все это сделать. Говорила, что родители ее уже давно достали. И что на новую короткую юбку денег не дали. И что много раз они ее косынку надеть просили. И в общем устала она, и терпеть уже больше не в силе. И вот вся в слезах она мне по телефону шепчет: укради меня, говорит, укради, мне с тобой будет легче. И естественно, я вдруг подумал, почему бы и нет. И ее, пожалев, положительно дал ей ответ. Девушку реально жалко. Погодите, ответили вы не совсем мне понятно. Вы хотите сказать, этой девушке было приятно? Вы представьте, шагает она себе по дороге, вдруг ее неизвестно откуда хватаются руки и ноги, а потом, как игрушку, с небрежностью бросив в машину, незнакомые ей перевозят куда-то мужчины. Почему не сосватать нормально, как делают люди? Или думаете вы, счастья меньше от этого будет? Ведь и девушке бедной самой ситуация эта не совсем по душе, когда силой ее выбивают ответа. Так ты против ее воли эту кражу совершил? Да кто ее просил в нашу машину-то садиться? А если ее закинули, она заставила нас решиться. Вот если бы носила косынку, а не ходила в короткой юбке, тогда вместо нашей машины сидела в какой-то маршрутке. Я ведь тоже не железный, меня тоже понимать надо. Мы себе едем спокойно, а она идет, не отставая рядом, и старается явно показать из себя недотрогу. А сама между тем с тротуара уже перешла на дорогу. И естественно, я, позабыв про закон и про власть, вдруг друзьям и сказал: эту девушку надо украсть. Я тоже забыл бы про все в такой-то момент. А если бы, предположим, вашу сестру какие-то парни украли, неужели же этих парней вы своими друзьями считали? Неужели вы были столь же теми парнями довольны, если бы вашей сестре их поступок был сердцу невольным? Если бы слезы сестры вы увидели своими глазами, неужели парней этих вы не сочли бы врагами? Не взялись бы им морду набить, не затеяли к драке? Или думаете вы, что они были бы счастливы в браке? Мне хотелось бы знать, что бы сделали вы лично сами, если бы кража сестры вашей произошла перед вами. Слышь ты, он тебя спрашивает. Я думаю, если бы такое произошло на моих глазах, я бы им объяснил все нормально, в нормальных словах. Я бы им объяснил, что своей сестрой не считаю ту, которая мать и отца каждый день раздражает, ту, в которой ни чести, ни совести в принципе нету, ту, что каждый свой прожитый день отдает интернету. Я бы им рассказал, как по дому она безобразна, что словарный запас ее в общем является грязным. А в итоге бы сказал: если вам по душе она, братья, то, пожалуйста, вот вам она, вся как есть, забирайте. Я бы такое не забрал. Мне такое не надо. Хорошо, если так, свой вопрос я задам по-другому. Если ваша сестра безобразно ведет себя в доме, если мать и отца раздражает и слушать не хочет, в интернете сидит, как сказали вы мне, днем и ночью, и короткую юбку свою удлинять не желает, и косынку на голову тоже не надевает, и звонит человеку, и сама вдруг украсть себя просит, неужели же думаете вы, что никто с вас не спросит? Почему вы, как брат, позволяете быть ей такое? Или в вашей семье ваше слово копейки не стоит? Да не мужик он, вот почему. Что тут непонятного? Не мужик. Будь моей сестрой такая, я бы сил не жалея, каждый день бы ее избивал, не стыдясь, не робея. Я бы заставил ее слушать мать и отца не на шутку. И носила бы косынку она, и носила бы длинную юбку. Я бы дал ей понять, что звонить незнакомцам не надо. Каждый день от меня получала бы она 3 удара в награду. Телефон бы отнял и разбил бы сильнейшим ударом. И ходила бы она у меня, не сходя с тротуара. Я бы дал ей понять,
понять, что в семье я не место пустое. Только ей, к сожалению, быть не дано мне сестрою. Брат, это твое счастье, что она не твоя сестра. Вы, я вижу, хотите сейчас от меня отвертеться, но пустой болтовнёй мое не смягчите вы сердце. Вы все худшие стороны девушки мне описали. Тем не менее, вы, несмотря на все это, ее своровали. Для меня вы гораздо противнее нее, да, вы хуже. Да, вы братом ее не являлись, но стать вы хотели ей мужем. Я бы мог вас понять, если, выйдя из вашей машины, вы бы себя повели по-мужски, повели бы как мужчины. Если бы вы недостатки ее ей в словах передали. Что же сделали вы? Недостатки по вкусу вам стали? Я не понял что-то. Ты что, сладкоежка, что ли? Днем с огнем не найти мне другой, уверяю. В каждой есть недостаток. Одна без косынки, вторая в телефоне все время. Кому-то звонит, смсит, третья строит из себя недотрогу, притворщицу бесит. У четвертой короткая юбка, но ей ведь не стыдно. Пятая хочется врезать, родителей слушать не хочет, обидно. Навязаться желает какая-то дура, шестая. А седьмой что-то вслух говорит, если честно, стесняюсь. Не найдя идеала, которого мне бы хотелось, я нашел идеал, в котором достатка вообще не имелось. Отпусти его, Почему это? потому что он прав. Ладно, приведи следующего.